Здравствуйте! В эфире программа «Пациент». Годы обучения, тысячи отложенных в голове терминов, полученные знания и профессия, которой нужно оставаться верным в любое время и в любом месте. Они спасают жизнь людей, а еще напоминают нам, почему о своем здоровье важно заботиться. Сегодняшний выпуск мне бы хотелось назвать так: «Врачи, которые спасли мне жизнь». Это истории благодарных пациентов о своем лечении и выздоровлении. Наша съемочная группа побывала в регионах страны, встретилась с людьми разных возрастов. И вот что из этого вышло. Гульнара Топаго живет в Сухуми, она мать 3 детей. 4 года назад ей была проведена экстренная операция в республиканской больнице по удалению аппендикса, в ходе которой у нее была выявлена проблема по линии женской гинекологии. Спустя 3 года, когда болезнь начала сказываться на ней все больше, Гульнара решила обратиться за помощью к российским специалистам. Ссылаясь на какой-то, возможно, опыт и так далее, решила обратиться в институт в Ростове-на-Дону. Вот. Долго выбирали доктора, приехали, легла на обследование, и доктор предложила провести операцию. Вот. К тому времени уже стоял диагноз. Я приехала, то есть, с заключением наших специалистов местных. Вот. Диагноз подтвердился, была проведена операция, тоже лапароскопически. Вот. Но спустя 9 месяцев все симптомы вернулись, и как потом выяснилось, что по факту операция была диагностическая, как специалисты потом мне сказали, потому что я созванивалась с ними, что была проведена диагностическая операция, то есть меня открыли, посмотрели и закрыли, не устранив причины. В Ростове Гульнара свою проблему так и не решила, хотя сама операция, полное обследование, проживание и питание – все это обошлось ей почти в 100 тысяч рублей. При этом клиника, в которую она обратилась, считается одной из лучших. Там лечатся жители всей Ростовской области. Буквально 2 месяца назад болезнь Гульнары обострилась. Но все-таки я решила, что никуда я уже не поеду, что все-таки, не знаю, как родные стены, и всегда родные близко и рядом, что поддержат. И решили проводить операцию в республике Абхазия, в Сухуми конкретно. Вот. Операция была очень сложная, длилась она 3 часа, вот. Но все было проведено успешно, проблему убрали, устранили, так сказать. Вот. Эти специалисты, не знаю, с большой буквы, которые помогли мне в качественной, не знаю, в хорошей дальнейшей моей жизни. Вот. Ну, конкретно эти специалисты республиканской больницы — это СМИР Руслан Александрович и Гидзба Наталья Александровна. А также анестезиолог, чудесная женщина Касландия Манана Исоновна. Вот, они провели эту операцию, сказали, что, конечно, было очень сложно, но они справились. И теперь я, не знаю, на 100% уверена, что и в республике, в нашей, можно получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая никуда, не тратя лишние деньги, потому что в России тоже нас никто не ждет, и бесплатно никто принимать не будет, и все будет стоить денег. Но они сказали, что слишком сложно, а лапароскопически это было. Они просто решили подтвердить или исключить диагноз, поставленный нашими специалистами у нас в республике. Вот и всего лишь. Диагноз они подтвердили. Да. Да. Но ничего не сделали, не исключили. Сказали, что это невозможно, это надо проводить большую полостную операцию и так далее. А наши специалисты здесь мне сделали лапароскопические. Вы же понимаете, что заживление после полостной операции и после лапароскопической — это 2 больших разницы. Вот. И, естественно, после лапароскопии и заживление быстрее происходит, и, то есть человек выписывается быстрее и возвращается к полноценной жизни. Сегодня Гульнара Топаго, исходя из личного опыта, утверждает, что можно спокойно довериться абхазским докторам, если вопрос, конечно, не касается узкопрофильного лечения. И здесь есть достаточно квалифицированные специалисты. Если бы не наши врачи, у меня не было бы полноценной жизни, и я никогда не устану их благодарить, говорит она.
зато все было проведено качественно. И насколько, не знаю, внимание наши специалисты здесь оказывают больным, в Ростове такого нет. Там поток, там слишком много пациентов, у них слишком много задач стоит. И вот. А здесь к нам относятся, не знаю, намного теплее. Огромное спасибо Смыр Руслану Александровичу, Гидзба Наталье Александровне и анестезиологу Консланзе Манане Ясоновне. Большое вам спасибо. Вы сделали мою жизнь лучше. С момента операции прошло уже 2 месяца. Пациентка чувствует себя хорошо. Гульнара на связи со своими докторами, которые ее консультируют. Какие-то препараты она принимает и по сей день. В отделении республиканской больницы, о котором Гульнара Топагова узнала случайно, уже несколько лет работает операционная для проведения малоинвазивных и эндоскопических вмешательств. Там проводят тороскопические операции, то есть хирургические вмешательства без разрезов, с помощью проколов. Преимущество данных операций заключается в малой травматичности, быстрой реабилитации, высоком косметическом эффекте, хорошем обзоре операционного поля. Видеосистема позволяет увеличивать операционное поле более чем в 20 раз. К преимуществам также относятся сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре, уменьшение расходов медикаментов, отсутствие развития послеоперационной спаечной болезни. Возглавляет отделение эндоскопии и малоинвазивной хирургии кандидат медицинских наук Руслан Смыр. Когда столкнулась в 3-й раз, да, я не знала об этом отделении. Никто не говорил. И когда я начала искать доктора, то мне подсказали, у меня родственники работают в этой больнице, они подсказали про это прекрасное отделение, где мне могут помочь. И не знаешь о каких-то прекрасных специалистах, и задача средств массовой информации как раз рассказывать вот про таких специалистов, про какие-то отделения, где могут широкому населению помочь в решении ряда проблем. Вот. И вы должны рассказывать больше о таких специалистах. Ну вот смотрите, каждый четверг программа «Пациент» на абхазском телевидении будет вам информация. Хорошо. Но я надеюсь, что я больше не буду сталкиваться с такими проблемами. Вот. Но все-таки буду смотреть вашу передачу. 60-летний житель Гудауты Константин Агарба 24 июля, как обычно, отправился на работу. С утра чувствовал себя хорошо, но к обеду поднялось давление. Он отпросился и вернулся домой. Супруга предложила пойти в больницу, но он отказался. Тогда скорую вызвали на дом. Скорая сюда приехала, они какие-то сделали уколы. Ну и все, а на следующий день опять плохо, а после тогда уже. Я думал, пройдет все как обычно, всю жизнь проходила, никогда в больницу я редко когда ходил. Тело начало какие-то сыпом покрываться, слабость, ходить плохо было. Ну и голова кружилась. Дома больной пролежал 5 дней, но лучше не становилось. Наоборот, состояние ухудшилось. Супруга предположила, что у него солнечный удар, так как несколько дней подряд он находился на открытом воздухе, а жара в этом году была невыносимая. Доче купили домик, там крыша плохая была, пришлось ремонтировать. Вот на солнце сидел 4 дня. Как сидел, утром пришел, залез и до вечера только уходил. А после уже вижу, что на 4-й день уже хуже стало от этого солнца. Состояние больного совсем ухудшилось. Решено было везти его в Гудаутскую больницу. Сам пациент практически ничего не помнит, настолько было ему плохо. А при сдаче анализов он и вовсе потерял сознание. Я большинство без сознания, считаю, что без сознания было, я ничего не помню. Что они там делали, как делали, это я не знаю. Знаю, что они спасли. Глаза открываю, врачи, и все. Несмотря на помощь врачей, пациенту лучше не становилось. Постоянно были высокая температура и озноб. Плюс ко всему на теле появилась сыпь. Тогда больного решили отправить в Сухумскую инфекционную больницу. Наряду с врачами за его жизнь боролась и супруга Светлана. Она постоянно находилась рядом с ним. Как я без дедушки я буду жить? Мы с ним не расстаемся, мы постоянно вместе.
Постоянно все рядом, ну вот как, я вот не представляю вот это вот. Моменты эти я не представляю. Все анализы показали, все хорошо. Ничего, вот от чего пятна вот эти были, от чего вот это все это было, мы так и не поняли, что это за аллергическая реакция какая-то. Вначале думали, что это инфекция какая-то, в инфекционку положили там в сухую. А потом поняли, что это не инфекция, и, в общем, короче, мы так и не поняли, что это было. Когда его перевезли в Сухум, ну, я так посмотрела по анализам, сделали КТ, сделали все, легкие были чистые, все. Потом мы, когда привезли его в Сухум, врачи сказали, что это была тромбоэмболия. Ну, как бы тромб от того, что температура. Обычно у людей, я так понимаю, что загущение крови же получается от температуры. И вот, видимо, тромбик вот какой-то лопнул. Ну, видимо, он небольшой он был, что у него легкие полностью покрылись кровью. Вот. Он плохо дышал, его под кислород, его в реанимацию там сразу же. Еще 5 дней он там был в реанимации, и было, ну, очень плохо ему. Когда по линии инфекционных заболеваний ничего обнаружено не было, его вновь положили в Гудаутскую больницу. И здесь уже поставили диагноз – отек легких. Самостоятельно дышать больной не мог, пришлось прибегнуть к специальным дыхательным приборам. В общей сложности Константин Агарба провел в больницах 24 дня. И когда, наконец, он пошел на поправку, с облегчением вздохнули все – и врачи, и семья. Хаджират сказал: я не бог, Свет, но я сделаю все для того, чтобы он жил. Я говорю: Хаджират, Господи, миленький, сделай все, ну как вот, ну как вот. А утром прихожу, он сидит на кровати, правда, такой тяжелый, такой синий еще, такой худенький, такой вообще, вот, ну, тяжело очень было на него смотреть в этот момент. Но он сидел, и уже маски не было у него на лице, и он дышал самостоятельно. Я говорю: это что? Он: я живой. Первое, что было: я живой. Профессионализм наших врачей все-таки что-то вот, ну, на высшем уровне. Мы после больницы, уже выписавшись, еще приходили, потом откапывались, и девчонки все, вот, самое веселое, что они бесплатно нас откапывали. Лекарства, да, мы покупали, но вот, ну, знаете, мы не платили ни за что. Сегодня Константин Агарба чувствует себя хорошо, но уже бережнее относится к своему здоровью. Говорит: планирую прожить долгую и счастливую жизнь, как мой отец. А тот был долгожителем села Дурипш, прожил 99 лет. Второй раз создал семью в 60 лет, воспитал 7 детей. Какой у него был образ жизни? Ну, как образ жизни? Ну, он так же самый, ну, как у всех, на свадьбу ходил, на похороны, везде ходил. На лошади постоянно ездил, да почти до самого последнего. Огород, ну, как кукуруза, это как естественно. Он вперед нас утром вставал. Когда солнышко, мы уже встали, а он уже домой пришел. Ну, они же рано вставали всегда, все делали, старики-то. А питание какое было? Вот какое... Ну, питание так же самое, как обычно у всех, мамалы, голубья, там все вот это вот. Чё? Мясо. Мясо, да, свое. Все, больше ничего такого-то. Ну... И жили долго. Константин и Светлана вместе уже 46 лет. Через 4 года будут отмечать 50 лет совместной жизни, так сказать, золотую свадьбу. Благодаря врачам нашей Гудаутской больницы жизнь продолжается, а все остальное наживное. Нам не впервой сталкиваться с трудностями. Вместе мы многое пережили и впредь не боимся трудностей, говорит Светлана. Мы будем жить, мы будем творить, мы будем делать. А сейчас вот он у меня творит, он у меня делает, мы вместе творим и делаем. Мы строимся вот там вот дальше, у нас стройка полным ходом идет. Вот. Это действительно Шамба Хаджират, да, Ривасович, он действительно главврач от Бога, вот, врач от Бога, человек от Бога, который, вы знаете, он, наверное, переживает душой за каждого больного. Он душу вкладывает в каждого больного.
Ну, таких людей очень мало. Директор средней школы села Река Тамара Лабахуа в этом году вместе с учителями и школьниками принимала участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Победы. Акция «Дорога жизни» проходила через ее родное село Идотварчала. Ее участники побывали на взлетной площадке, откуда во время войны отправлялись вертолеты в Гудауту. Хотя Тамара Михайловна старалась беречь себя, уже дома почувствовала недомогание. Ну, пришла под вечер, уставшая, какое-то недомогание. Я почувствовала, я ему говорю, Мирян, я говорю, ты пойди к ребятам, я говорю, я немного отдохну. А потом я под капельницей очнулась только. Смотрю, дочка, зять, муж, в общем, все. И вот тогда я не поняла, в чем дело, что со мной случилось. Мы измерили давление, давление не очень высокое. Температуру измерили 40. И начала она бредить. Тогда, значит, машина здесь стоит, я внука позвал, и мы повезли к вечеру. Уже было вечер почти. Мы приехали туда, там, как говорится, медицинский персонал на месте был. Вот. И Мадонна туда подошла. Сразу ей сделали капельницу. Оставив супругу в больнице, Мирьян Васильевич со спокойной душой отправился домой. Но не тут-то было. Ночью ему самому стало плохо. Первыми симптомами были озноб и высокая температура. С середины ночи я чувствую, что мне знобит, плохо мне стало. Температура была 40 тоже. Это уже под утро. Вы представляете, меня одеть не смогли здесь. Так, мальчики же одни остались, внук, сын и внук. Вот. Ну, хотя они оба взрослые, но все равно так тяжело было меня. Вот. И повезли, привезли. А теперь надо в больницу поднимать на второй этаж. Ну, садили в кресло. Представляете, это кресло такое тяжелое, это я помню. Вот это кресло по такой лестнице, крутой лестнице поднимали 4 мужчины. Вот так. Я даже не смог справиться ни с чем. Ничего не смог помочь. Так супруги Лабаху оказались в Ачимчирской районной больнице. Все симптомы указывали на ковид, но анализы исключили коронавирус и показали острую вирусную инфекцию, которая осложнилась пневмонией. Врачи назначили пациентам соответствующее лечение, и вскоре они пошли на поправку. Главврач Мадонна Кишмария лично контролировала течение болезни, за что Мирьян Лабаху и его супруга не устают благодарить ее. Она через день проверяла анализ, все время. И вот так заботилась. Оказалось, что не то, что с нами, она со всеми так обращается. Вот во время ковида она вообще домой не уходила. Кругом уют, тишина. Каждый занимается своим делом. Вот чувствуются ее организаторские такие способности. Но она не только хороший организатор, она как врач очень хороший специалист. У нее вокруг всегда люди, у нее всегда очередь. Если что-то не доставали, какое-то лекарство не было, она сама звонила. Оттуда это достаньте, оттуда это достаньте, оттуда это. Если что-то не было там, то сразу нам это, доставали, дочка там взять, все, не бегали. А так, чтобы... Не знаю, не было такого. Много раз лежал, говорю, болел, но в Ачимчирах мне не приходилось лежать. Вот на этот раз мне судьба так распорядилась, что я вынужден был в Ачимчирах лечь. Вот его я почувствовал такое тепло, такой уют. Это просто похвально, значит, я могу похвастаться везде, на любом уровне, что в Ачимчирах в больнице порядок. Знаете, это чудесно.
Мадонну я приветствую, конечно. И по телевидению, и без телевидения я приветствовал ее. Она чудо девочка. Чудо. Тамара Михайловна более 50 лет проработала в местной школе. 27 лет была директором. По состоянию здоровья она собирается оставить должность, но школа никак не найдет ей замену. Амириана Лабахуа знают и многие по его государственной службе. Он много лет был начальником районного управления сельского хозяйства. Мы уже не молодые, и здоровье у нас не такое крепкое. Каждый из нас перенес несколько операций в различных больницах за пределами Абхазии. Но то, как быстро нас поставили на ноги врачи Очимчирской больницы, нас приятно удивило. В один голос говорят супруги. У меня в жизни не были. В 73 года храпы появились вот тогда. Значит, жарко же было все время. И вот из-за этого или из-за что, в общем, не знаю. Вы знаете, она нас вылечила действительно. Во всех отношениях она нас нормально. Я гораздо... Потому что я очень сложные операции делала в голове там и так далее, без почки, без желчного пузыря. И вот. Я почувствовала облегчение после ее лечения. Я даже делала часто анализы, я в Сухуми не делала. Если необходимо, я в Очимчирах делала анализы. Анализы всегда были правдивые, всегда они... я довольна, очень довольна. Во-первых, надо было создавать хороший коллектив. Это ей удалось. Сама очень требовательная к себе, к другим. Вы представляете, в пятницу может главврач уйти домой, там после 3 часов, как обычно бывает, и прийти в понедельник где-то в 9-10 часов. Она каждый день и каждый вечер там. Представляете, так это просто не бывает. Вот. За это ей спасибо. Я такого ухода, такого обеспечения я не помню нигде. У меня было платное, скажем, в Краснодаре, когда глаз делали операции, все было заплачено там, а там операция идет минут 5, минут 10, вы знаете, глаз ничего. Но какое обеспечение здесь было, я нигде это не припоминаю. Это чудо. Мириану Лабахуа 81 год. Он давно на пенсии. Самое время заниматься расширением своего сада, говорит он. В общей сложности у него 27 наименований фруктовых деревьев. Сейчас он высаживает новый сорт мандаринов. Все, что вы здесь видите, сделано моими руками, и работы еще много. Так что болеть мне некогда, говорит глава семьи. С утра до поздней ночи занят физическим трудом. Вот. Этому приучаю я своего сына, этому приучаю я своих внуков, которые здесь живут со мной. Ну, один, правда, в Сухуми в школе младший, но старший здесь. Вот так. У нас распорядок дня такой, значит, почти движение, все время в движении. Я могу сказать, раньше всех встаю. Вот. Конечно, список пациентов, которым врачи спасли жизнь, очень большой. Доктора каждую минуту спасают чью-то жизнь и помогают вернуть утраченное здоровье. Лучшая благодарность для врачей – это здоровые и счастливые пациенты. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя и до новых встреч.